Привет, все правильно, ты на моем канале, и с тобой я, и Живчанин. И сегодня о наболевшем, видимо, это никогда не закончится. Сегодня поговорим о масках. Про маски, погнали! Вот про эти самые бесполезные штучки. Ну, я не скажу, конечно, что они самые бесполезные. Часто стал ездить по городу и замечать, что в масках ездят, 50 на 50. Половина ходит вот так, и половина ходит вот так. И есть еще третья категория, которая ходит вот так. У меня всего два вопроса. Как и нахера? Если вы защищаетесь от вируса, тогда нос-то не защищен, если вы действительно верите, что вы защищаетесь от вируса. Вы, если выбираете носить маски, вы их носите вот таким вот образом, чтобы закрывало и нос, и подбородок. Если ты носишь маску вот так вот, то ты больше будешь походить на вот эту фотографию или на пятачка из мультика Винни-Пух. Если ты носишь бороду, маска тебе не нужна. Маски вообще нужнее для стоматологов и хирургов. Когда стоматологи работают, они не плюнут вам внутрь. И хирурги, чтобы не занести инфекцию. Когда в магазине говорят, что я вас без маски не буду обслуживать, я просто иду в другой магазин и покупаю то, что мне надо. Магнит, это касается тебя. Я еще замечаю, в магазинах носят маски вот так вот, на бороду. Или вот так вот. Еще вот так вот какая-нибудь фёкла выходит покурить. Ты нафига ее вообще носишь? Покурила, значит, она и обратно идет в магазин. Нахрена она вообще тогда нужна? Это все равно, что в предприятии общественного питания, грубо говоря, в столовой, сходить в том же самом халате, в котором ты готовишь еду в столовой, пойти и зайти в туалет. Ты от главного технолога выхватишь либо штраф, либо увольнение. Это грубое нарушение. Это все равно вот то же самое, что ты в маске пойдешь покурить. Это бесполезная тряпка. Маски вообще не предназначены для защиты от вирусов. Тебе нужно одеть герметичный костюм со сменной кассетой, который меняется через каждые 2-3 часа. Такие можешь увидеть в химических лабораториях в институтах вирусологии. Это не защитит. Это я тебе говорю как трансферолог Института низких температур кафедры Простоквашино. Ну, в общем, ты все понял. Если ты носишь маски исключительно для граждан в черных картузах, которые ведут перепись населения посредством выписывания штрафов, то я тебя поздравляю, ты раб. Поэтому, если ты ходишь без маски и тебе просят расписаться в каком-то уведомлении граждане с надписью «Полиция», ты можешь просто нигде не расписываться. Кстати, такой же лайфхак для автомобилистов. Если вам выписывают постановление, просто степенно дождитесь, пока вам его выпишут. А потом просто вместо подписи ставите «Не согласен». Все. Вот. То же самое, если вам выписали на улице нарушение масочного режима. Да нет такого режима. Это нарушение какого-то тюремного режима. Вот. С масками, я думаю, разобрались. В общем, если выбрали носить маски, носите их правильно. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на мой канал. И уже через пару дней я запишу для тебя новое видео. Пока-пока!